1886 года Кудым Каришмельник Лансемьян Чужис Петр Иванович Субботин-Перемяк. Москва и Строгановское художественно-промышленное училище сиашеттис художественное образование. Куем даснель года Петр Лоис декоративный живопись щерти профессоран. Компермяцкий художник уджалис авангардное искусство направления щерти. Субботин-Перемяклан творческое наследие щонёль даща унажек удж. Пермское телевидение архивищ Мия Аджим 1984 года снимает там видеоматериал. Кытан мычалом керку, когда он олис и уджалис Субботин-Перемяк. Сылан уджалан место, кычбыть тащовичища, каркужичкин, ловжаса краскаез, да кисточкаез. Выставка уникальна, прекрасна тем, что здесь прослеживается, можно сказать, все творчество Субботина-Пермяка. Начиная от его студенческих, учебных лет и заканчивая уже зрелым мастерством. Ну, видно по картинам, а их здесь достаточно, можно его творчество разделить на несколько больших этапов. Это учеба, естественно, академическая, это работы композиции, большие холсты на бытовую тему. Это холсты такого бытового плана, да, отдых над рекой, например, и так далее. Вот они прекрасны по своей композиции, по своему цвету, яркие, привлекают, очень гармоничные. Вот. Но хотя они носят несколько такой обобщенный характер. Там они даже вот, не прописаны там детали, вот, отсутствуют такие вот детали, но очень хорошо действует цвет. Это так магия, волшебство цвета. Вот. То они яркие, как пламя вспыхивает, то они немножко приглушенные, но в целом замечательные. И совсем другое искусство прослеживается где-то уже в начале 20-х годов. Ну, там 21-й, 22-й, 23-й год. Вот после этого мы видим, что художник начинает работать по-другому. Ну, эти работы носят такой авангардный характер. Вот, они не похожи на предыдущие работы, абсолютно не похожи. В них обобщенность, и обобщенность цветовая, обобщенность формы цвета. В них уже присутствует вот такая вот игра формы и цвета. Они очень интересны, хотя и в них чувствуется предметность, ощущаются предметы, но уже подход к ним уже другой совсем. Вот. Они нас привораживают. Чем? Вот композицией своей, вот этой вот динамикой, вот этим вот цветовым настроем таким. Вот работы интересные. В Кудымкаре улица Кирова знаменательна тем, что на ней стоит первый в Компермяцком округе и второй открывшийся в Пермской области дом-музей. Он принадлежит уроженцу села Кудымкар Петру Ивановичу Субботину-Пермяку. Он известен тем, что является первым профессиональным компермяцким художником. До наших дней сохранилось около 140 его работ, выполненных в разных жанрах. Это и графика, и живопись, и театрально-декоративные работы. В 1981 году решением облисполкома от 3 апреля дом, как памятник исторического местного значения, был поставлен на госохрану. В 90-е годы был проведен капитальный ремонт, и облик дома менялся. Была увеличена его площадь, а снаружи он был украшен резьбой. Это проект пермского художника Вячеслава Каратаева. Подлинными после ремонта остались место под домом и надворные постройки. Мария Павловна, а в доме музея сохранилась экспозиция 96-го года? Да, и по сей день действует эта экспозиция, которая называется «Петр Иванович Субботин-Пермяк. Страницы жизни». Давайте посмотрим. Давайте.
В начале экспозиции представлены строки из автобиографии Петра Ивановича Субботина-Пермяка. Родившись в декабре 6 числа 1986 года, последним сыном 9 человек, детей. Считаю, что по женской линии мои предки происходили из пермяков и народцев. В экспозиции представлены воссозданные интерьерные уголки, например, родительский уголок, уголок рабочий художника, где экспонируются его личные вещи, кисти, краски. Наряду с этим представлены копии редких фотоснимков из архива Субботиных, представляющих Кудымкар конца XIX – начала XX веков. Вот, например, тоже праздник возле церкви, вот, ворота украшенные. Празднество по случаю коронации Николая II, 1896 год. «Боже, царя храни» написано. Очень интересно и оригинально оформлен потолок. Почему так? Говорят, что в доме Субботина-Пермяка потолки были украшены разноцветными шалями, платками. Поэтому при оформлении экспозиции использовали такой декор. Здесь предметы из художественно-промышленных мастерских Субботина-Пермяка. Мария Павловна, здесь, наверное, очень часто проходят экскурсии, и с удовольствием приходят сюда дети и взрослые. На сегодняшний день в Доме музея проводятся театрализованные экскурсии в рамках культурно-образовательной программы «Гажа Лут. Веселая поляна». Во время занятий наши гости узнают о традициях и обычаях наших предков, о разных обрядах. Зимой это святочная неделя, весной масленичные гуляния, летом зеленые святки, а осенью осенины, праздник урожая. Также наши гости во время экскурсии могут узнать о жизни и творчестве Петра Ивановича Субботина-Пермяка. Обстановка дома-музея, быт того времени позволяют лучше прочувствовать и понять личность художника. Вот такое замечательное историческое место есть в нашем Кудымкаре. Спасибо вам за интересную экскурсию. Двери нашего дома-музея всегда открыты гостям. И мы очень рады. Поддержка творческих инициатив, творческого развития, строительство, ремонты и оснащение культурных учреждений, поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников. Национальный проект «Культура» действует в Пермском крае с 2019 года. Итак, Бурлун, добрый день. У нас с вами сегодня будет урок технологии. И с вами сегодня будет очень интересный урок. Мы с вами сегодня должны выполнить свою очень небольшую работу. Мы с вами живем в лесном краю. Обратите внимание, пол. Посмотрели на пол? Дальше смотрите на меня. Забор. Что такое забор, знаете? Да. Хорошо. Допустим, потолок, стены. Что их объединяет общее? Дерево. Так, дерево, еще что? Они как у нас вообще прикрепляются? Ну, о чем мы сами? А? Совершенно верно. Сегодня вам о чем разговаривать? О синениях на гвоздях. Молодцы. Велич Василий Николаевич пырташис велочищезас пуишкером басок изделия из ланмира. Нёльдас гочаунажик кужички амморт белота челядес бур учтора и радуйте творческой моггезан. Самое главное, в чем дело? Заинтересовать. Дать ребятам навыки работы. Дальше обязательно познакомить с техникой безопасности. И дальше выбрать такие работы, чтобы дети с удовольствием сами работали. И, естественно, чтобы был конечный результат. У меня как-то в роду все учителя почти были. Я посчитал, кого только я знаю. Оказалось, что поколению нашему уже больше 1000 лет, кто занимается преподавательской деятельностью. Так, ребята, подошли ко мне. Вот смотрите сюда внимательно только. Видите, у меня легко вышло.
Все, теперь вставляйте машинку, посмотрим, влезает туда. Вот это еще, видите, конец толстый, но так вообще-то все уже готово, да? Все, а сейчас снимаем эту сторону. Вот у вас защита будет уже для руки. Подставили, и теперь вот эту сторону снимаете. Тихонечко, видите, я тонкую стружку снимаю. Вот, надо обязательно. А дальше будет очень просто. Сколько у нас диаметр? 6 миллиметров. Так, еще чуть-чуть. Потому что у нас отверстие, ребята, будет поменьше. Вот сделали. Теперь мы с вами сделаем здесь 6 миллиметров, чтобы у нас был брусок квадратного сечения. Понятно? Так, сделали. Молодцы. Вот. Сейчас тут прострогаем. Посмотрите. Все. Смотрите, квадрат. Померяем. У нас 30, половина будет 15. Вот я делал, видите, отметочку. Переворачиваю на 90 градусов, везде сделать метку. Вот 30 будет 15. Вот. Видите, нашел центр? Да. Теперь подаем к станочку. Шилом сейчас прокалываете, будет держать на парте чуть-чуть. Раз. Вот шило уже. А тут уже готово. Глеб, расскажи, как проходят уроки с Василием Николаевичем? У нас- Чему вы учитесь? Василий Николаевич проводит уроки очень хорошо. Мне нравится ходить на труды, потому что мне нравится заниматься трудами, что-нибудь мастерить. А сегодня мы проходили тему крепления гвоздя, как его забивать. Много всякого мастерим. И сегодня мы доделываем гоночную машину. Он умеет все и красиво, и понятно показывает, как что делать. Чему вот ты бы еще хотел у него научиться? Я бы хотел попасть вместе с Василием Николаевичем на конкурсы разных поделок и выступить хорошо и чтобы у меня было первое место. Как думаешь, в жизни тебе это пригодится? Да. Такое мастерство, такие умения, они нужны? Да, они нужны каждому мужчине в этой жизни. Например, чтобы построить дом, сделать забор и всякие дела по дому. Талуня кужевмес чужиса аймам семьян. Кыр уджиттез и челядь, аскизен маскиритса бычам торрез. Брашкинезен родвужен эмаш вынакия мортез. Мекыч старший Парижик вон, медян помню бура, кчамаш мевелима, и кин миана свелатис, и мылями осерчамаш лоима. Вот. Но можно считать носить миан айным Николай Алексеевич, один великий мастер деревообработчик бур. Вот ся великий и плотник, и столяр, ся мианла вичталис. Вот янла черок, вот янла рубанок, вот янла ножовка, вот стамеская, вот янла место. Вот мне сиджи учат чань величима, вот пуса пилитно, стружитно. Вот. И вот это, видимо, как говорят, буротношение у вас вот именно пуден. Вот себя и сохранить честь. Василий Николаевич, себя, вот влюбленный вели, вот это дело себя сиди кольчис. И не зря себя вот эта школа сродная миан. Вот сейчас урок у нас пукали, видите, учитель буда с фермакерна и рисует, наверное, и чертеж бура один кера, и объясняет один бура. И чувствуешь, что себя любит один радейка аж сделался. Мастер лишь величище застадано учерти. Василий Брашкин трудурокке зволен бытта челядищ мывкад уджа бояк мортезас. Это тудала выставка черти, когда ощис этнокультурный центр. Вот уже оригинальная вещь. Мальчиками сделали. Это не просто. Это что такое? Это стул, кажется, да?
Это 3 в одном. Мы вот такие вещи делаем, заметили. Вот здесь 4 в одном, здесь 3 в одном. Сейчас выглядит как стол, а если повернуть, вот здесь винты, заметили, да? Винты. Получается гладильная доска. А если я туда его прокину назад и поверну, что получилось? Стремянка. Стремянка, лестница. Хорошо и дома иметь такую штуку, да, Петя? Вообще замечательно. Во-первых, место мало занимает, можно использовать везде. Это талисман охотника, мы с вами знаем, да, когда возвращался с охоты, охотник, он всегда просил прощения вот у головы медведя. Виставка була підкитимеш пуїш, стеклоїш, да киртиш ащама самобитний аскеремміз. Я, как обычно, пришел к Василию Николаевичу в кабинет, и мы начали думать над проектом. Долго думали и решили делать панно-триптих с элементами фольклора коми-пермяцкого народа. По легендам, Кудымош и Перобогатырь – самые любимые герои фольклора. С этой работой я ездил на Всероссийскую Олимпиаду на заключительный этап и стал там призером. Василий Николаевич очень любит свое дело, я так понимаю, и очень интересно рассказывает на каждом уроке и подходит к этому с пониманием и особой важностью. И спасибо ему большое вообще за его труды, очень помогает нам в создании наших проектов. Пожалюбуючий електротехнікан, адживний медуча пароход и бюджетный мебель-трансформер. Это станок Яга 2.0, который был создан 2 года назад, тоже для Олимпиады. 2.0, потому что он уже модернизирован несколько раз был и работает как сверлильный, шлифовальный и долбильный станок. При помощи него очень много можно сделать проектов, ну и он помогает в жизни. Далее у нас идет почта мира, которую я уже делал для своего дома. Она с электромеханизмом, который фиксирует, что в нем находится письмо. Каким образом? Подает световой сигнал и СМС на телефон. Конечно же, это очень большая заслуга Василия Николаевича, ведь он меня научил чертить, нормально пилить, оформлять это все. Мы с ним вместе очень много сделали и разрабатывали в том числе чертежи. Сегодня, Яков, ты присутствуешь на выставке не только как гость, но еще и как участник. Да, я автор данного проекта. Это мой снегоход. Я с ним выступал на Всероссийской Олимпиаде школьников и занял призовое место на России. Изначально я делал вообще просто из всего, что у меня было в гараже. Там мотор от пилы старый от дружбы был. И на первый прототип у меня ушло всего 2500 рублей. Я покатался зимой, мне это очень понравилось. Это заметил Василий Николаевич, мой преподаватель. Ну, заметил, видимо, во мне какое-то желание, какую-то искру и сказал: ты будешь участвовать на Олимпиаде по технологии. Так что подготовь свою технику, сделай, чтобы она хорошо выглядела. Как можете заметить, спереди рама имеет элементы снегоката детского. Да. Так все и было. То есть я изначально купил снегокат. Ну, как видите, от него осталась только часть рамы, лыжи и руль. Все остальное, все трубы были уже куплены отдельно, сварено. Вот. Гусеница вообще отдельная история. Их было очень много образцов. Нашел транспортерную ленту такой значительной толщины, там почти сантиметр, наверное. И из нее сделал, и вот к ней уже вообще никаких нареканий нет. Вообще Василий Николаевич меняет жизнь людей в лучшую сторону, причем глобально. Если бы не он, я бы даже и не задумывался, что где-то можно что-то победить там на какой-то Олимпиаде. Я бы, может быть, даже сделал такой, покатался и... Ну, я бы нигде ничего не выиграл. А это вот так мою жизнь изменило. Я поступал по БВИ. Это категория без вступительных испытаний, то есть я мог пройти в любой вуз России с повышенной стипендией, с гарантированным общежитием, то есть вот так вот. И он много кому такой шанс подарил. Челядло Осков дышеччины, а велотишлан бычав удж, оцаласнула пыртны олана уна бурмоггез. У меня увлечений очень много. Лето наступает, у меня покоя нет. То есть кому-то помочь стройка, кому-то что-то нарисовать, начертить, кому-то надо что-то сделать. Художник ко мне часто обращается за багетом, за рамкой, да. Дальше, естественно, самое главное у меня это рыбалка. Планы это, конечно, это выступление у нас на Олимпиадах, это результаты Олимпиады. Когда свои знания, умения ты передаешь детям, конечно, это совсем другое. Понимаете, хоть какое-то чувство удовлетворенности чувствуешь так,
Вот дальше видишь, как дети с удовольствием работают, у них есть результаты. Ты доволен своей работой? Я думаю, другой профессии больше для меня пока нет. Василий Брашкин велочищез всероссийской региональный конкурс фестиваль и олимпиада вермищез. Это учит пай пуктис кужечки аморт и велотищ.